По итогам первого дня открытого турнира по дзюдо среди юношей на Кубок Дворца спорта «Магаз» принес в копилку ингушской команды 33 комплекта медалей, 9 из которых высшего достоинства. Во второй день соревнований зрителей ждет не менее яркая борьба и новые имена победителей. Во второй соревновательный день на татами вышли 194 спортсмена в 10 весовых категориях. Стоит отметить, что юные ингушские дзюдоисты являются одними из сильнейших не только на Северном Кавказе, но и в масштабах страны. На турнир традиционно приехали извечные оппоненты наших борцов из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Рустам Эльмесов, представляющий город Нальчик, уверенно прошелся по своим соперникам в предварительных схватках, завоевав право выхода в полуфинал. Большинство этих участников я их не знаю, а лучше их не знать, потому что с ними интереснее бороться. Они не знают то, что какие приемы ты сделаешь и какие они сделают. У меня состоялся первый поединок, и я его выиграл. Открытый турнир по дзюдо среди юношей на Кубок Дворца спорта «Магаз» из года в год собирает несколько сотен молодых спортсменов из разных субъектов Российской Федерации и стран, готовых проявить все свое мастерство и одержать победу. Соревнования проводятся на 3 татами по олимпийской системе. Время встреч 4 минуты. Как было отмечено судейской коллегией, все ребята борются с характером, и хозяева турнира держат марку лидеров. Тут выступают очень хорошие спортсмены, когда выезжают, первые, вторые, всегда победители. Тут очень много хороших ребят. Как взрослые ребята, они маленькие, но все равно как опыт у них есть, много тренируются, давно уже, с малых лет они тренируются. И во всех соревнованиях у них призовые и победителями становятся они. В самой легкой весовой категории было немноголюдно, но интересно и динамично. В этой группе хорошо показал себя Магомед Камурзоев, представляющий клуб «Динамо». Прилежному мальчику, проявившему себя на тренировках с хорошей стороны, не хватает результата на соревнованиях. И вот успех не заставил себя долго ждать. Воспитанник Басира Аздоева не подвел своего тренера и вышел в следующий круг турнира. В этом месте не было не очень легко, но соперники были достойными, но я оказался проворнее и быстрее, сильнее. Мне удалось, потому что мой тренер Кадзоев Ислам всегда тренировал меня, заставлял делать тренировки и всегда делал мне подсказки в тренировках. Соревнования проходят уже в 3-й раз. На одном ковре с привычными нам представителями регионов России встречаются борцы из Азербайджана, приехавшие помериться силами в мастерстве освоения боевого искусства дзюдо. Юные спортсмены из этой команды показали высокий уровень подготовки, побеждая даже фаворитов турнира. Надеемся, победим. Так все хорошо идет. У меня в команде успехов, чемпионов много. Все хорошо борются. Чемпион Грузии есть, чемпион Азербайджана есть. Чемпион Локомотива есть. Волевую победу одержал Мухаммад Картоев над борцом из Азербайджана за пьедестал турнира. С первых попыток воспитаннику клуба «Динамо» не удалось добиться серьезных результатов в противостоянии с победителем первенства Азербайджана. Но он все-таки сумел поймать момент и обратить техническое действие против соперника. Первые 4 были нормальные. Я их раньше побеждал. В финале я дрался с азербайджанцем. Он был очень сильный. Я дополнительное время победил его и понял. Все победители и призеры получили медали, кубки, грамоты и подарки, а также по традиции турнира специальные призы в номинациях за лучшую технику и за волю к победе. По итогам 2 соревновательных дней ингушские дзюдоисты завоевали 69 комплектов медалей, 19 из которых высшего достоинства. Харон Аздоев, Магомед Мансигов, Новости 24.